Да нет, мы можем так пешком постоять, ничего страшного. Стоя. Да, посмотрите, сразу засними, в каком кабинете нас принимают. Сарай. Это, видимо, да, сарай фактически, да. Мы можем осмотреть, Ренат, посмотри, холодильник, это старая пустая комната? Это пустая Подождите, комната, вы посмотрите. зачем открываете? Посмотри, вот стоит запыленная старая техника, не нужно, видимо, не рабочая уже, да? Ремонт, посмотри, Ну, обшарпанный. вы по какому вопросу пришли? Вот Вы сперва скажите. мы по хотим какому показать, вопросу. чтобы наши чиновники Ну, это достойно фронт-офис. относились к гражданам. Это И фронт-офис. чтобы- Чулан называется. Это не фронт. Сними стул какой, посмотри, какой стул, Ренат. Да. Отойди сюда, вот сюда, поснимай, снимай. Действительно сарай, вот вы правильно сказали, что сарай. Здесь все лежит, здесь все такое страшное, ужасное, не могут нормально людей принять. Да, Надя, скажите, До такой по степени какому унизите. вопросу вы По пришли? дому ветеранов. У меня Да, несколько я вас вопросов. слушаю. У них нет Где элементарных ваш начальник анализов сидит? крови не берут нормально. Начальник Не где сидит? оказывают Записаться услуги А, по ну пойдемте, я аудиограмме и так запишусь. далее. Вот секретарь. Нет, подождите. Подождите. Мужчина, Ну, нет, подождите. вы меня не держите. Нет, Не подождите. стойте, Почему не вы препятствуете? держите. Нет, вы не стоите Вы мне же на нам пороге. объяснили, по Я какому не вопросу. советую Вы же стоять сейчас мне на 10 пороге. минут стоите. На Не пороге надо, не надо подождите, меня я вас держать. хочу выяснить. Мужчина, не держите меня, Нет. пожалуйста. Хорошо, не Вы что, держите с меня. охрана? Нет, Вы охрана, что ли? Вы что меня держите? На пороге не нужно меня Нет, держать. вы меня не представьтесь, кричите. пожалуйста. Вы зачем стоите на пороге? Я Мне представьтесь, мешаете. пожалуйста. цель вашего прибытия. Да, вы Я что? же сейчас полчаса вот рассказывала Нурсултану же. Вы зачем стали По мне на дому пороге? ветеранов ЦСУ Шанара. Почему пенсионеров, которых участники Великой Отечественной войны, буквально их там несколько человек, почему лишили выплат значит, в сумме 1 000 000 тенге? Зачем на Почему пороге стоять? Маслихат 127 участников войны нашел эти деньги, а 3 людям, которые находятся в этом доме ветеранов, он не нашел? Почему? Да, записываться пошли на прием. Полчаса там объяснились, полчаса тут объяснились. Сколько это можно? По 1 000 000 тенге зажимают ходят. Сидят с нами в шикарных условиях. Упитанные все. У вас же хорошее здание. Подождите, не толкайтесь. Спасибо. Вы что, здесь охрана, что ли? Я не охрана, ну подождите. Мы запишемся на прием? Конечно. А Подождите. вы-то при чем тут? Я снимаю. Не, ну вы при Мужчина, чем не, тут? Так, мужчина. не мешайте мне. Подождите, вы меня не толкайте. Да хватит мне. Девочки, Вызывайте. Милицию вызывайте. Но она осталась в Советском Союзе, к сожалению. Сейчас называется полиция. ну, пригласите, давайте записывать, хорошо, записывайте. Милиция не существует сейчас, если что. Здравствуйте, дорогие наши зрители. Сегодня мы пришли в Управление социального благосостояния города Алматы. При акимате нашего города непосредственно это управление курирует все наши социальные учреждения, в том числе Дом ветеранов ЦСУ Шанырак города Алматы. Это то учреждение, где находятся сейчас наши престарелые люди. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот мы пришли в Управление социального благосостояния. Нам нужно встретиться или с руководителем, или с кем-нибудь из сотрудников, кто курирует Дом престарелых ЦСУ Шанырак. Ага, сейчас. Мы блогеры с YouTube-канала Live KZ, вот мы проводим видеосъемку. Это общественное место, поэтому... Алло. Привела. Ну Султан, по вашим вопросам, что вам дальше интересно? Дом престарелых Северного района? Да, Нурсултан там как раз инспектор. А зачем они здесь поставили? Вот посмотрите, насколько у них все действительно... Во-первых, сразу можно обратить внимание, да, что здесь вот единственное, где вот я вижу такую вещь, это вот этот вот специальный лифт для подъема, видимо, людей с ограниченными возможностями. Нет, а Которые вы имеют не могли свободный сказать, зачем у них турникет стоит? Турникет? Да, для Но чего? опять же, для того, чтобы можно было допускать тех, кому дозволено, и не допускать тех, кому не дозволено. И сюда подписаться, да? Нет, нет, Инвалидам? нет, нет. Проходите. Здание шикарное, это советское. Это же не полицейский участок. Нет, 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 это А абсолютно зачем полицейский тогда участок. у них турникет? Ну, видите, у нас все госорганы находятся под усиленной охраной. Кстати, вот недавно только депутат Мажилиса парламента поднял этот вопрос. Почему все госорганы у нас находятся под усиленной охраной? То есть мы обратили внимание, да, что вот те происшествия, которые произошли в городе Казань, и только сейчас наши депутаты опомнились о том, что наши дети в школах, в интернатах, в садиках абсолютно беззащитны, потому что там не то, что охрана, там даже камеры видеонаблюдения недостаточно еще для того, чтобы наши дети все находились в безопасности. Но зато наши все госорганы, вот обратите внимание, шикарные мраморные лестницы, посмотрите, какой ремонт шикарный, то есть условия здесь все. Нажать на левую.
как всегда, отгородились. Да, отгородились от народа, живут своей собственной жизнью, в своих шикарных условиях. Кстати, вот можем проверить, да, что антисептик, ну, кстати, есть, что хорошо. То есть вот мы применяем все меры, значит, профилактические, санитарно-эпидемиологические. Келедма, да? А вы из частной охранной структуры, да? Вот раньше, кстати, все госорганы охранялись системой, значит, МВД. То есть у них были специальные сотрудники выделены для этого. Но, насколько я знаю, вот с 1 мая, значит, данные сотрудники должны были быть переведены, сокращены в системе МВД, там свыше, по-моему, 3000 человек. И все вот эти охранные функции должны были быть переданы частным охранным структурам. Сейчас это МВД. Нет, это КУЗИТ, но это я не знаю, это, скорее всего... У вас частная или государственная структура КУЗИТ? Это же частная? Частная структура. А как называется? Как? А почему у вас на форме нету, вот тоже можно заснять, да, что нарушение закона об охранной деятельности, никаких, значит... Шевроны опять же, или как это нашивок, называется? Да, шевронов, о принадлежности к данной... У вас бейджика тоже нету, да? А где? Покажите ваш бейджик. Вы же на службе находитесь, правильно? Вы должны быть по форме одеты. Вы должны все вот все представлять. Вот, пожалуйста, мы вас сейчас воспитаем тоже. Хорошо? Ренжимек с бізге. Уражан с болсын. Ага. Вот, молодцы. Вот смотрите. Вот не огрызается, молодец. Прикрепил бейджик. Вот так должна охрана себя вести. Вежливо, корректно. Попросили пригласить, они приглашают. Соответственно, и блогеры ведут себя так же вежливо, корректно. А где в отношении нас оказывают какие-то неправомерные действия, соответственно, они на агрессию получают такую же агрессию и такую же, скажем, невежливость в отношении к ним. Вот сама процедура что-то занимает очень много времени. Но нас, кстати, узнали, сказали, что пришли блогеры, это уже хорошо. Надеемся, что кто-то к нам выйдет. Выйдут. Удостоят нас вниманием. А то придется мне к ним пойти. Потому что буквально сегодня мне опять звонили, значит, пожилые люди оттуда, потому что уже старики хотят обращаться к адвокатам, хотят уже обращаться в международные правозащитные организации при Организации Объединенных Наций. Смотрите, какие симпатичные женщины здесь работают. Вы к нам? Нет, я не к вам. Кто на прием пришел? Ну возьмите нас на прием. Мы готовы с вами пойти. Нет, куда пойти? Нет, к нам приходят... В управлении люди- социального благосостояния. Да, в управлении социального благосостояния к нам приходят малообеспеченные, это пенсионеры, это одинокие матери и так далее. Вы, молодой человек, Мы представьте... пришли, Я? вот смотрите, мы пришли... Я, может быть, Имя малообеспеченный. Дома ветеранов. ЦСУ Шанырак, знаете, Да. да? ЦСУ Шанырак, знаете? А, тогда у нас же занимается другой отдел, тогда я приглашу этого отдела представителя. Почему сразу не сказали? Ну, аж я малообеспеченный. Это самое. У человека Можно, да? живет дома. Да, ничего нету. Бедный, абсолютно. Самое- Как мне могут? Вы посмотрите. Как государство мне Можно мы поможет? пройдем? У нас есть вопросы по дому ветеранов. ЦСУ Шанырак. Давайте здесь. Вот смотрите, насколько унизительно, да? Вот. У вас есть фронт-офис, Адалда Фалана? У вас есть какой-нибудь кабинет для приема граждан? Посмотрите, как сейчас госорганы нам предлагают встречаться. Да. Вот за турникетом. Только в таком состоянии они чувствуют себя в Почему я должен безопасности. почему И уверенно. Посмотрите, насколько это унизительно для народа и насколько они себя считают себя над нами, над обществом. Проходите, Жанна, проходите. Все, спасибо. Вот так надо. Вежливо надо обращаться. Спасибо, Рахман. Чего вы так? А что вы нажали? Чиновников надо воспитывать. Спасибо, что они все-таки поддаются воспитанию. Все, Рахман. Сейчас, наверное, стучит. Да нет, мы можем так пешком постоять, ничего страшного. Стоя. Да, посмотрите, сразу засними, в каком кабинете нас принимают. Сарай. Это, видимо, да, сарай фактически, да. Мы можем осмотреть, Ренат, посмотри, холодильник, Это старая, пустая да, комната? Это пустая Подождите, комната, вы посмотрите. зачем открываете? Посмотри, вот стоит запыленная старая техника, не нужно, видимо, не рабочая уже, да? Ремонт, посмотри, Ну, обшарпанный. вы по какому вопросу пришли? Слово Вы сперва скажите. Мы по хотим какому показать, вопросу. чтобы наши чиновники Но это достойно фронт-офис. относились к гражданам. Это И фронт-офис? чтобы- Чулан называется. Это не фронт. Сними стул какой, посмотри, какой стул. Ренат, Да. отойди сюда, вот сюда, поснимай, снимай. Действительно сарай, вот вы правильно сказали, что сарай. Здесь все лежит, здесь все такое страшное, ужасное, не могут нормально людей принять. Жанна, скажите, До такой по степени какому унизительно. вопросу вы По пришли? дому ветеранов. У меня Да, несколько я вас вопросов. слушаю. Вы слушаете меня, да? Вот давайте слушать. Обратите внимание, да, вот люди пришли на прием. Что здесь происходит? Вот, нас принимают в ужасном помещении и вот так вот стоят. То есть у нас не могут предложить там стул сесть, да?
То есть в нормальных условиях зависит. Во-первых, здесь очень спертый воздух, видимо, не проветривали. Извините, у нас Дышать сейчас очень карантин, тяжело. поэтому мы не можем как бы принимать. Вы не можете во время карантина ни меры принимать, вы не можете следить за порядком в доме ветеранов, вы не можете даже людей по обращению принимать. Вы знаете, мне сегодня господин Кантарбаев позвонил, да, вот с этого учреждения вашего, Хашкова, очень уважаемый, да, взрослый. Да. Он мне позвонил, говорит, найдите мне адвоката, я, говорит, хочу обратиться в ООН. Вы понимаете, что он уже не может найти помощь здесь, у нас в Казахстане, в Доме ветеранов. Это то учреждение, которое вы курируете, правильно? Вы же на управлении непосредственно Все верно. кураторы, правильно? То есть почему они обращаются к нам, к блогерам, почему они нас просят теперь уже обратиться через нас в ООН? Это Организация Объединенных Наций, понимаете? Неужели в Казахстане госорганы, созданные специальные кураторы, не могут решить проблемы этих дедушек, бабушек престарелых? Можете же? Нет. Поэтому я адресно пришла к вам. Я не пойду сейчас в ООН. Хорошо, хорошо. Мы приходим А к какой вам. именно вопрос? Смотрите, какой вопрос. Меня уже давно беспокоит. Вот наш президент только заявил о том, что ни один ветеран и участник Великой Отечественной войны не останется без внимания на 9 мая. Что произошло? В городе Алматы, маслихат города нашего и господин Сагитаев лично принял решение о, значит, выделении по 1 миллиону тенге, 127 человек, была выделена такая сумма по 1 миллиону тенге на каждого ветерана, участника войны, значит, 127 человек. Почему-то в этот перечень не вошли ветераны и участники войны, которые находятся в этом доме престарелых. Почему? Когда я начала выяснять эту проблему, почему? Я обратилась к вашему заместителю. Алмаз Сагатпекович, да, по-моему, ой, фамилию скажите, я фамилию не знаю. Как его фамилия? Алмазбек Сагатбекович. Алмазбек Сагатпекович, фамилия его как? Курмангалиев. Курмангалиев. Это новый заместитель начальника управления, правильно? Ваше Да, же поменялось полностью руководство. Он курирует как раз эти вопросы, да, насколько я поняла, да? То есть я, когда к нему обратилась за разъяснением, он мне отправил, значит, выдержку из постановления Маслихата города Алматы. Маслихат города Алматы отменяет им эти выплаты в связи с тем, что они находятся в медико-социальном учреждении. Это в соответствии с постановлением и решением Маслихата города. Теперь что по факту мы имеем? Данные старики, их всего несколько человек. Вы не думаете, что там сотни или тысячи? Их единицы у нас осталось. В данном центре их проживает порядка 3 или 4 человек, по-моему, насколько я знаю, да? Вот, всего лишь 3 или 4 миллиона не нашлось у нашего акимата денег, чтобы наградить наших ветеранов. Этим людям под 99 лет. Они Целый ветераны мир. войны, да? Участники Великой Отечественной войны. У них грудь наполнена орденами. Понимаете, это люди уже почти век прожили. Они защитили нашу мирную жизнь, да, сражались, да. Вот, кстати, бабушка Целуева, вот она рассказывала, что она была летчицей, она водила самолеты, она в ночное время вылетала, они совершали вот как разведчики. Ну хорошо, вот, понимаете? Жанар, такой вопрос возникает. Ну вот это неуважение к этим старикам. Маслихат отменил эти выплаты, да, получается? Да, они отменили. Да, для тех, кто находится в подобных социальных Да, учреждениях. но, Ренат, А там за- была а с- формулировка, да. подожди, сейчас это социальное учреждение, значит, называется Центр социальных услуг. Ни о каких медицинских услугах там нет речи. Мы недавно с прокуратурой были там на проверке. Уровень медицинского обслуживания ниже плинтуса. Вот пусть как это не было бы, скажем так, мне даже обидно, да? Я думаю, что скоро прокуратура заявит об этом, выдаст вам окончательную справку, и вы увидите и убедитесь в том, что у вас там уровень медицинского обслуживания этих пенсионеров и стариков был на ужасном уровне. Это просто ужасно, когда люди доверяют вам, как государственному структуре, да, вы лишаете их вот этих вот социальных выплат, всех пособий, забираете у них 70% пенсии, да, и при этом не оказываете качественные, нужные, необходимые им медицинские услуги. Я множество примеров могу конкретных привести в отношении конкретных стариков. Я была на проверке, я все это видела. Просто сейчас я не могу это озвучивать. Меня попросили пока не озвучивать до вынесения окончательного Хорошо, Жанар, решения. а что вы хотите от них? Я хочу сейчас от них, чтобы наш маслихат отменил это решение. О, Чтобы постольку, поскольку, если эти люди заслужили эту победу, да, заслужили эти все награды, то почему их лишили сейчас этих выплат? Когда мне эти товарищи говорят, что а зачем им эти деньги нужны? А зачем им эти деньги нужны? Потому что на медицину у стариков практически вся их пенсия уходит на лечение, на лекарства. Вы любого старика, вот посмотрите, он продукты покупает за копейки, но когда они в аптеку идут, они тысячами платят за эти лекарства дорогие. Потому что они хотят тоже получить качественное лечение. Понимаете? А вот эти молодые люди, они не понимают. Они только мне вот показали это постановление маслихата. Я считаю, что необходимо отменить данное положение,
Либо все-таки, поскольку в маслихатовском постановлении было указано лица, находящиеся на государственном, значит, медико-социальном учреждении, там стоит на первом месте медик. Значит, эти люди должны были в этом учреждении получать медицинские услуги качественно. Им не предоставляют стоматологию качественную. Давайте пойдем к начальнику этого Протезирования учреждения. нету. У них нету элементарно, Где ваш как начальник анализы сидит? крови не берут нормально. Начальник Не где сидит? оказывают услуги по Ну, пойдемте, я аудиографии и так запишусь. далее. Его секретарь. Подождите, Нет, подождите. подождите. Мужчина, Ну, нет, подождите. вы меня не держите. Нет, Нет, Не почему стойте, вы не препятствуете? держите. Нет, вы не стоите Мы мне же на вам пороге. объяснили, по Я не какому вам советую вопросу. Вы стоять сейчас мне на 10 пороге. минут стоите. На с пороге вопросами. не надо меня Подождите, я вас держать. хочу выяснить. Мужчина, не держите Нет. меня, пожалуйста. Хорошо, не Вы что, держите меня. охрана? Нет, Вы охрана стоите? Вы что меня держите? Представьтесь, На пороге не нужно меня Нет, держать. вы меня не представьтесь, кричите. пожалуйста. Вы зачем стоите на пороге? я Меня хочу представьтесь, мешаете. знать цель пожалуйста. вашего прибытия. Да, вы Я что? же сейчас полчаса вот рассказывала Нурсултану же. Вы зачем встали По меня на дому пороге? ветеранов ЦСУ Шанара. Почему пенсионеров, которых участники Великой Отечественной войны, буквально их там несколько человек, почему лишили выплат значит, в сумме 1 000 000 тенге? Зачем на Почему пороге стоять? Маслихат 127 участников войны нашел эти деньги, а 3 людям, которые находятся в этом доме ветеранов, он не нашел? Почему? Ну, вы знаете, это надо смотреть. Пойдемте к Нет, секретарю вот я же запишемся вам на говорю, прием. я вот вам повторно буду объяснять. Постановление Маслихата Можно указано, в что полголоса тише? Я лица- потому что хорошо слышу, мне надо... лица, которые Нет, находятся не в надо просто играть на медико-социальном... камеру, пожалуйста. Не надо, Ну, никто как? не играет на Вы камеру. говорите, Нормально говорите, Сами я ж просто... вы нормально понимаете, что разговариваем. микрофона нету, чтобы это было слышно. Я слышу Я вас. сейчас буду тихо прекрасно говорить, просто вас люди Да, будут потом меня никто не слышать. услышит, А что вы вы в связи с сказали. чем меня снимаете? А почему нельзя? А в связи с чем? Вы сейчас на Должностное лицо? работе Вы кто находитесь? сейчас? Должностное А вы лицо? кто? Вы сейчас, вы что, к вам Вы квартиру представьтесь, пришли? нет, Я? вы представьтесь, Вы Ренат. пожалуйста. представились Кто уже вы, при Ренат входе. Кабрань. Вы нам представили же при входе? Ренат Кабрай, блогер. По Вот какому мы охраной вопросу? ваши представились. Мы же сказали. Вы нас... Хорошо, Отмена постановления. хорошо, давай представимся. Отмена постановления Алматинского городского маслихата на Да, основании да, запроса постановление. этого Да. вашего государственного учреждения. То есть вы направите запрос к депутатам маслихата города Алматы о том, чтобы они отменили свое решение не выделять этим- 1 миллион тенге Да. старикам. Вот. Потому что сам президент Вы нам все Токаев... там покажите, Да, пожалуйста. Сам президент Токаев Да. сказал, что ни один ветеран, участник войны не должен быть Да. без Вы внимания. должны направить запрос в маслихат об отмене этого решения. Попросить депутатов маслихата У нас всего отменить. их там 3 Нет, или 4 просто-напросто. человека, понимаете? Вы можете изложить суть своего вопроса и направить к нам предложение. Ну вот мы вас... К себе. Вот К нам, мы, наш устное адрес. наше Да. обращение, вот Хорошо, видеообращение, устно, да. это Писать не не будем, считается ладно. обращением? Вопрос. Вы мне скажите, Я пожалуйста, тут не в подожди. порядке, в законе, о порядке рассмотрения обращений граждан. Вы же госчиновник, вы же сдаете аттестацию, социальную, Конечно. да, Можно тестирование срапать не проходит. будем? Нет, я Да, не пойдемте хочу. опять в этот Нет, грязный я кабинет, не пойдемте, хочу. пойдемте. Зачем там Пойдемте, сидеть? нет, поскольку вот народ должен понимать, что колесики вот поломанные, да, от машины, от этого кресла разломанного. Вот смотрите, да? вы же Да, вот разрушили. снимите, пожалуйста, насколько наш народ вот уважает, понимаете, вот так они уважительно относятся к народу. Посмотри, вот здесь вот все эти самые проводка вся вот, оголенная вся лежит, валяется от ручки, двери, посмотрите, вот в ужасном состоянии, да? Ну что ж вы уходите? Ну я сейчас, я никуда не ухожу. Не уходите, пожалуйста. То вы нас не выпускали из этой комнаты, теперь вы сами убегаете. Я никуда не убегаю, я здесь. Вот смотрите, я же вас о чем спрашивала? Вот В смотрите. соответствии с законом о порядке рассмотрения обращений граждан, правильно? Видеообращение является разновидностью обращения? Молодец. Достойный чиновник. Нет, знает смотрите, закон. это учреждение же может направить запрос в городской маслихат, Это их правильно? работа, это их Да. обязанность. Нет, сейчас Потому что секундочку. Просто если выясним, президент да, я Токаев понял. дал задание, что ни один ветеран не должен остаться Да, без вот внимания, то я считаю, что в данном Нет, случае я вы с вами проигнорировали полностью- Нет, указания я с вами полностью нашего согласен. президента. С вами полностью Пусть согласен. дадут им деньги. Пусть дадут им деньги. Все, мы Такое требуем, важно. чтобы нашим ветеранам, участникам войны, которые находятся в доме ветеранов, выплатили эти по 1 000 000 тенге. А ваши отговорки, ну вот... А на что они их потратят, это как бы это их на личное лекарства, дело. на достойное питание. Нет, как хотят, они потратят пусть. право. Это их право, Да, их да. право это, да. Куда? Куда? Почему дискриминируют их? Почему? Ущемляют их в подойдет праве непосредственно получить? руководитель отдела. Сколько им осталось жить? Вы же не знаете, когда занимался бабушке 99 выплатами, лет. который занимался выплатами по 1 миллиону тенге. Потому что я, насколько знаю, выплаты по 1 миллиону тенге осуществляются на основании списков ГЦВП. Государственного Я все это социального прекрасно понимаю, но тем не менее, ваши ГЦВП, вы понимаете, что там механизм, рутина идет, правильно? Девочки не видят за каждой фамилией, например, участников войны там, или еще что-то такой категории, да? Почему они упускают из вида этих ветеранов, этих участников войны? Секундочку, сейчас подойдет фамилия конкретно. Когда эти люди летали на самолете и Я с вами об этом не спорю, конечно. Жертвовали, так как и должно быть, как вы говорите. Но своей сейчас жизнью, подойдет, да, потому что я, допустим, рисковали не знаю, кому ради будет- вас, ради ваших будущих даже детей и внуков, понимаете? Сейчас подойдет. Почему сейчас вам трудно Подождите заглянуть секунду. туда, да, выяснить, в чем там проблема, и изменить вот это никчемное постановление?
Либо вы оказываете медицинские услуги на должном уровне, да, как они должны получать, раз вы лишаете их социальных выплат. Либо, будьте добры, предоставьте им все эти положенные выплаты, как всем, и пускай они в частном порядке лечатся в частных клиниках с достойным, качественным медицинским обслуживанием. Правильно ли? Все, спасибо вам большое. Пойдемте к секретарю. Где секретарь? Находится Да, где он? Да. на втором этаже. Подождите секунду. Нет, девушка, что вы что? Я уже тому полчаса объясняла, этому полчаса объясняла. Сколько мы можем объяснять? Почему вы так ведете себя? Мы что, пришли себе Да. пенсию просить, что ли? Какие бессовестные вообще? Так, надо побыстрее. Так как сейчас будет Кузета. Смотри. Где ваш это сидит руководитель? Молодой человек. Где руководитель сидит первый? О, Где да. сидит первый руководитель? Первый руководитель? Девочки, где ваш первый руководитель сидит? Ага. Спасибо. Подождите секунду. Так, руки свои берите. Вы запишитесь на прием. Да, записываться пошли на прием. Полчаса там объяснились, полчаса тут объяснились. Сколько это можно? По миллиону тенге зажимают ходят. Сидят с нами в шикарных условиях. Упитанные все. У вас же хорошее здание. Подождите, не толкайтесь. Идите. Спасибо. Вы что, здесь охрана, что ли? Я не охрану, ну подождите. Мы запишемся на прием? Конечно. Подождите. при чем тут? Я снимаю. Не, ну вы Мужчина, не, Так, мужчина. не мешайте мне. подождите, вы меня не толкайте. Да хватит мне. Девочки, Вызывайте. Милицию вызывайте. Но она осталась в Советском Союзе, к сожалению. Сейчас называется полиция. вы пригласите? Давайте записывать. Хорошо, записывайте. Милиции не существует сейчас, если что. Хорошо, Вы назовите, вот вы даже не представились нам. Ну вы тоже мне не представились. Мы не обязаны. Я же вам Вы представился. на службе находитесь. Ренат Вы Кубрай. лицо государственной службы. Жанат Хусейнов. Идете безобразно, врываетесь. Вы разве это возможно? Почему нельзя? Ну вы посмотрите, в каких условиях вы нас Какие? держите, да? Сначала держат в Физические коридоре. Я вам предупредил на первом этаже сказал. Я считаю незаконными ваши эти Ну я тоже считаю, турникеты. что ваши действия незаконные. чтобы Ренат, посмотри, врываться. вот. Вы же не Чаи частная структура. гоняют, кофе пьют тут. Да, пусть что За хотят очередь делать. народа тут эти. Это без Шикарный разницы. вкус, и полностью интерьер весь. Ну да, классно. Бабушкам, ветеранам, доме престарелых. Мы скоро тоже выпустим. У вас же государственное учреждение. Вы же содержитесь на налоги. Пройдемте тогда к заместителю. Зачем зависеть? У вас же Я ему начальник есть. сколько раз звонила, он не отвечает. Пройдемте, он сейчас вас Нет, примет. не надо. Вы же услышали, в чем наш Вы же вопрос? хотите записаться, правильно? Запишитесь, пожалуйста, на прием. У него в ВКС. Мы в прошлый раз Она сейчас приходили. не свободна, вы понимаете? Вы можете это понять? Она сейчас не свободна. Да, Да, занята он же сейчас. Хорошо, все. Хорошо. Запишитесь, потом зайдете. Хорошо, давайте к вашему заместителю. Да, пойдемте к заместителю. Вашему, Мы которому в этом хотите. плане законопослушны. Вы Да. нам объяснили, что на нас собрали? Нет. Потому что сколько раз мы звоним, сколько раз мы пытаемся стучаться до вас, да? И в проверки уже входим, понимаете? У вас ноль внимания на этот дом ветеранов. Вы что, думаете, что до старости не доживете?